Добрый день, уважаемые наши подписчики. Меня зовут Михаил, экскурсовод. И сегодня мы продолжим наш цикл экскурсий по нашему музею. И получается, сегодня у нас раскрывается тема послевоенного Советского Союза. То есть получается отрезок времени, начинающийся практически с конца Второй мировой войны и продолжающийся вплоть до наших дней. И свой рассказ я начну с того, что вообще происходило после завершения Второй мировой войны. Как мы вообще все знаем, после Второй мировой войны, получается, весь мир начал меняться очень активно. И вот получается, после вообще всех этих движений, практически Советскому Союзу, как стране, которая внесла наибольший вклад получается, в поражение фашистской Германии и милитаристской Японии, получается, достается больше всех земель. И вот, получается, практически вся территория Восточной Европы достается в зону влияния Советского Союза. И вот, получается, таким образом западные союзники не были таким поворотом довольны. И, в общем, получается, таким образом западные союзники начинают потихо, скажем, искать, точки соприкосновения с Советским Союзом, чтобы сделать, получается, нечто вроде такого сдерживающего фактора. И вот, получается, таким образом в 1946 году произносится очень знаменитая речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в американском городе Фултон. И вот, получается, фултонская речь послужила отправной точкой начала холодной войны как такого большого геополитического процесса по сдерживанию развития Советского Союза. И вот, получается, таким образом вообще начинается холодная война. Ну и, конечно, сама фултонская речь была очень интересной в плане такой политики, потому что Уинстон Черчилль на самом деле в американский город Фултон прибывает не как лидер государства, а как частное лицо. То есть, получается, прибыв в город Фултон, Черчилль позиционирует себя как частное лицо, таким образом, чтобы не допустить таких больших ошибок, и в случае чего, если бы толпа не одобрила его речь, в случае чего отказаться от своих слов, сказав, что, мол, я частное лицо, и это мое личное мнение. И вот, получается, таким образом, Черчилль, конечно же, не прогадал, и, получается, его заявление о том, что Советский Союз является страной, которая затиранила практически всю Восточную Европу, были встречены, конечно же, одобрением. И таким образом начинается холодная война. Ну и тем временем на территории Советского Союза продолжается восстановление страны после разрухи Великой Отечественной войны. Ну и, конечно же, после победы в таком большом конфликте, конечно же, вспыхивает снова силой культ личности Сталина. То есть Сталина начинают восхвалять как великого вождя, который именно он привел как будто советский народ к победе в Великой Отечественной войне. Ну, конечно же, не стоит умалчивать о его настоящих заслугах, но, получается, в эти годы именно активно развивается его культ личности. Ну и получается, в рамках только что начавшейся холодной войны, вообще, почему эта холодная война называется холодной войной? Потому что страны, противоборствующие страны, в первую очередь, это, конечно, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, они не вступали с собой в активную, скажем, противодействие, но наоборот борьба шла с помощью локальных конфликтов. И практически первым из таких локальных конфликтов становится именно Корейская война. То есть, получается, Корейская война имеет очень такую странную, можно даже сказать забавную с точки зрения, с исторической точки зрения, историю. И вот, получается, Корейская война начинается с чего? Начинается она с того, что Корея еще находилась во власти милитаристской Японии очень долгое время. То есть практически с 19 века Корея была во власти японцев. И корейцы не особо-то хотели, скажем, заполучить свою независимость. И вот получается, после капитуляции Японии, когда японские солдаты повсюду вывесили белые флаги и ушли к себе на родину, корейцы остались сидеть просто так. Практически государства таких образующих направлений, они проводились мало, и, скажем, корейцы не решались взять власть активно в свои руки. И таким образом дело дошло до того, что с севера на территории Кореи начинали входить советские войска, а с юга, в свою очередь, наоборот же, американские войска. И таким образом, чтобы не допустить столкновения советских и американских войск, американское командование решило построить временную границу. Как мы все знаем, нет ничего более постоянного, чем нечто временное. И таким образом, эта граница, которую очень наспех тогда нарисовало американское командование, она существует до сих пор и имеет очень печальную судьбу. И эта граница до сих пор известна под названием 38-я параллель. И вот получается, таким образом,
эта граница была абсолютно временной, то есть лишь бы не допустить столкновения советских и американских войск, и практически эта граница была нарисована с помощью обычного бытового атласа из National Geographic. И вот, получается, таким образом страна была разделена неравномерно, то есть практически север был полностью промышленный, а юг был полностью сельскохозяйственный. И таким образом, конечно же, север не мог обходиться без юга, как и юг не мог обходиться без севера. И таким образом, конечно же, у юга и у севера были друг к другу претензии, чтобы заполучить то, что они хотели. И вот, получается, таким образом это неизбежно приводит к войне. И таким образом, конечно, Северный Вьетнам начинает очень активные действия против Северная Корея, прошу прощения, начинает очень активные действия против Южной Кореи. И вот, получается, таким образом начинается Корейская война. И вот, получается, ни одна из этих сторон, ни Северный и ни Южный, ни Северная, ни Южная Корея, они не ожидали от того, что за Южный вступятся американцы, а за Северный вступятся китайцы и Советский Союз. И вот, получается, таким образом начинается один из самых таких первых локальных конфликтов, который производился практически руками американцев с одной стороны и с другой стороны китайцев и Советского Союза. И вот, получается, таким образом вообще в Корейской войне существовало очень много таких очень печальных таких событий, то есть практически Северная Корея проводила очень успешное наступление, которое позже с успехом получается, отбрасывались американцами, и потом, получается, в общую игру вступают китайцы. И вот, получается, тогда, именно в это время, американский генерал Дуглас МакАртур произносит свою то ли шутку, то ли он это всерьез сказал, но, получается, он тогда в своих докладах писал то, что у границы наблюдаются мелкие группы китайцев численностью примерно в 450 тысяч человек. Ну, это, конечно, совсем не мелкие группы, но, в общем, получается, такими очень странными темпами война шла. И, конечно же, американцы использовали обычную свою, получается, ту тактику, которую они взращивали по ходу Второй мировой войны. Это, конечно же, тактика налетов гигантских орд-бомбардировщиков. И вот, получается, как раз-таки против этих орд-бомбардировщиков внес свой вклад в борьбе с ними Советский Союз. То есть, получается, именно в Корейской войне очень сильно прославились те самые соколы Сталина, то есть советские летчики, которые, скажем, секретно находились на территории Северной Кореи, конечно, все знали, что они там находятся, и, получается, взлетая с китайских аэродромов, они помогали защищать небо Северной Кореи. И вот, получается, таким образом, конечно же, в корейском конфликте обеим сторонам таки не удалось ничего добиться, и до сих пор поныне существует и Северная, и Южная Корея, и до сих пор поныне существует 38-я параллель, которая доставила так много проблем вообще мировой политике и стала такой самой конфликтной точкой вообще практически во всей Азии. Ну и получается, свой рассказ я завершу тем, что в 1953 году погибает Сталин. И вот, получается, со смертью Сталина связано очень многое количество таких, скажем, интересных с исторической точки зрения штук. Вот, получается, начну с того, что вообще в сталинское время, конечно же, все мы знаем о том, что продолжались политики репрессий, то есть продолжалась политика такой, скажем, можно даже сказать, террора. То есть даже высшие эшелоны власти, люди, которые имели большую власть, даже они не чувствовали себя безопасно. То есть, получается, таким образом, правление Сталина и вообще его, скажем, продолжение его политики приводило к тому, что практически все его боялись, и даже высшие эшелоны власти. И вот, получается, когда Сталин заболел, возможно, по некоторым таким историческим теориям, возможно то, что высшие эшелоны власти, зная о том, что Сталин очень глубоко болеет, не помогли ему, в общем. Ну, так или иначе, получается, после, скажем, смерти Сталина уже начинается очень глобальная борьба за власть. И вот, получается, в этой власти, приводя очень большие такие, скажем, политические махинации, выигрывает наш следующий лидер Советского Союза Хрущев. И вот, получается, Хрущев как раз-таки берет в свои руки власть очень таким интересным способом. Практически против него высказывает практически половина таких влиятельных людей тогдашнего времени. И вот, получается, тогда он, применяя свои, скажем, очень политические связи, он сумел своих политических противников побороть и таким образом прийти к власти. То есть, получается, в 1955 году он приходит к власти, в то время как Сталин умер в 1953-м. И вот, получается, это двухлетнее время практически страной правили противостоящие Хрущеву силы во главе с Маленковым. Ну и получается, как я уже говорил, Хрущеву удалось
это побороть и встать у руля Советского Союза.